У коренных народов есть обычай нюхаться при встрече, выражая любовь. У других народов целуются, а у нас нюхают друг друга. А теперь к теме. Когда человек плохо пахнет, а точнее смердит, это запах патогенной микрофлоры. Неприятный гнилостный запах изо рта, особенно ярко по утрам, налет на языке. Запах гнили при газоиспускании, гнилостный запах кала. Не стоит маскировать это освежителями воздуха и духами, антипреспирантами, которые были изобретены маскировать запах гнили. Гниль – это переработка животной пищи, красного мяса, мучной, молочной и рафинированной пищи. Наша родная полезная микрофлора ест только растительное, свежие фрукты, овощи, травы и зелень. Для начала лучше употреблять хотя бы 50 на 50 и растительную, и животную пищу. Продукты гниения белковой пищи – это индол, скотол, меркаптан и другие, которые легко проходят барьер слизистой кишечника, попадают в кровь, отравленная этими ядами. Кровь из кишечника по воротной вене попадает в печень. В кишечнике постоянно идет война за территорию. Для помощи нашим необходимы пробиотики. Это искусственное подселение бактерий, которые уничтожают патогенку. Пить нужно в идеале 4 раза в день в порошках, но не в капсулах. Соматиды, споры, двойные споры, бактерии, палочковидные бактерии, микобактерии, дрожжи, экоспоры, мицелий, грибки, талом – это цепочка развития одного вида патогена, а не разновидность. Мелкие бактерии и соматиды есть у каждого. Их функция – ждать нашей смерти, чтобы разложить тело. Сигналом для выхода из клеток служит изменение pH крови, то есть когда организм закисляется. Тогда они начинают свою работу по уничтожению организма, разложению клеток. Человек начинает гнить изнутри. Иммунитет борется, лейкоциты их уничтожают, и человек, который ест животных, помогает себе гнить. При онкологии и других заболеваниях меняется pH, и патогенка думает, что человек умер, и тогда в крови начинается ад. Иммунитет работает на износ. Если человек серьезно болен, рекомендуется исключить полностью продукты животного происхождения – мясо, молочки, яйца, рыба. Это теория полиморфизма. Вывод. Нужно правильное живое питание, пить пробиотики, чеснок, эхиноцею, протеин Нутрилайт, смесь пищевых волокон, печень актив, витамины, дабл X, витамин С, омега-3, D3, витамины группы В и другие витамины. Например, я для себя и своей семьи выбрала фирму Нутрилайт, где каждая партия без исключения проходит проверку и сертификацию. Важное значение имеет, какую воду мы пьем. Система очистки воды с обратным осмосом делает воду дистиллированной, имеет кислую среду. Вода с низким уровнем pH закисленная является причиной образования раковых клеток. Когда вода проходит через систему E-Spring, ультрафиолетовая лампа обнуляет память воды, как горный хрусталь, когда вода падает с гор и получает спектр солнечных лучей. Такая вода несет информацию на оздоровление. На выходе вода щелочная, pH 7,4, минусовая, носит отрицательный заряд, только живая вода. Минусовая вода, по сути, является целебной.